Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 3 декабря 2021 года, пятница, 20 часов 4 минуты по Берлину и 22 часа 4 минуты по Джохару. Приветствую вас, друзья. Извините за задержку, 4 минуты я здесь перенастраивал технику, так как возникли непредвиденные обстоятельства. Довели, ва алейкум ассалам, гражданин Ичкери, ва алейкум салам, Плахтырь Алексей, Саби, Леди, Ури, Селим, ва алейкум ассалам, маш доволь, шядеша. Так, вас я приветствую категорическим образом. Так. Дима Бимбанд, ассаламу алейкум, добрым людям. Шалом, Дим, приветствую тебя. Кто тут и на евреев наезжает ли он? Что-то я не вижу. Я не вижу. Чечня не Россия. Кто там наезжает? Ассалам, добрый люди. Ассалам, почему по Европе не создашь свою группу по правам человека? Селим Али. Селим, это очень хороший вопрос, очень нужный, необходимый нам вопрос. Нам нужно побольше правозащитников, людей, которые отстаивали бы наши права. Но проблема в том, что вот согласен ли ты принять участие, вот где ты живешь, в этой стране, создавать эту группу? Согласен? Вот в этом вся загвоздка и возникает. Так как я перезагрузил технику, у меня немножко все сбилось. Так, вот на это видео, которое я вам хотел показать. Так, все. Сперва сейчас читаем комментарии, приветствуемся и так далее. Давно не виделись, как говорится. Так, нормально. Ва алейкум ассалам. Исаак Шмулевич, тебя тоже приветствую. Всех приветствую, друзья. Маш доволь, шядерша. Сегодня я снова хочу поговорить о взрывах домов 1999 года, которые послужили поводом для агрессии против Чеченской Республики Ичкерия и геноциду ее народа. Ну, так как я много об этом говорил, в принципе, у меня уже и тема, материала не так много. Известно, что это дело засекречено на 75 лет. И благодаря этому очень мало информации просачивается. Ну и все, кто занимался этими вопросами, взрывами домов в 99-м, они были убиты, казнены, убиты, запуганы. Ну, кому-то дали Героя России, как Рушайло, например. И другие оставили это дело. Поэтому материалов не так много, открытого источника. И вот мы что есть, тем работаем. Ну, мои подписчики, мои соратники, Алена Гончарук и Хамзат Гилаев, меня снова настоятельно попросили об этом. Для вас все, что хотите, баштец. Так. Так, Ардауит Кучур. Так. И вот, поэтому я начал сегодня опять пересматривать видео, которые имеются в наличии. И немножко нового чего-то накопал. Исама Медаев, алейкум ассалам, ой, мусалваш. Так, и поэтому давайте немножко подождем, хотя уже сколько, 8 минут, да? У меня возникли небольшие технические проблемы перед началом эфира. Ну все, теперь нормально. И скажите, вот это время вот в левом, да, от меня это в правом, от вас это в левом углу. Вот эта дата, время не мешает вам? Глаза не мозолят никак?
Просто я пытался куда-нибудь вставить. Это такой хронометр, да, это для того, чтобы я мог в любой момент а, найти, когда они вырезают куски, да. Конечно, они могут как-нибудь это тоже вырезать, но в любом случае я и переодеваюсь постоянно, пытаюсь, по крайней мере, не в одной и той же одежде быть, чтобы потом мне искать это все, чтобы было легче. Поэтому не мешает вам это время, если не мешает, то поехали дальше. Это дата и время, которое вот в углу. Так, США, Америка. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, США, Америка. Итак. Итак. Собираемся потихонечку. Вот 72 человека уже вошли. И только 40 лайков. 41 лайк. 72 человека вошли, 41 лайк. Это говорит о том, что 31 человек, уже 32, 74, не поставили лайк. Значит, 32 у нас агента, этих следователей, которые следят за мной, быть не может. Там 1-2 человека максимум. Ну, еще возьмем вот этих разных подрусских, которые здесь там каждый за мое слово контролирует. Поэтому давайте, Бош. Проверяем билетики, Бош. Обычно провокатор же. Я сдаю, а я зашел. Так, масса, ассаламу алейкум, ассалам, маша, ночину. Ва алейкум ассалам. Урик, Бог, сред бан моя ритлаш, свободилаш. Значит, удалите свой резвучу, шико комментарий. Ну, бан моя рит. Поэтому... бан только оскорбления, там, или там чистая пропаганда, туда-сюда. Но ухузаться явно, что комментарий, да, я вот комментарий удаляет, он опять все на свое пишет, поэтому он уже претендент, конечно. Но не спешите, пожалуйста, мои блогеры, мои модераторы. Там цабивать, агуш пока. Так, Селим. Хуйга ати элче был таиши бош. Дойни мовал. تعجبال уважение хилмаизи, лэрам хилмаизи, хох тхунти виан мауи, хучваца тай модераторш больш. Трейца низам долш. Уже дик трей сформироваться ди наш нам модерхуз. تعني درجة دل حويجا درجة دات يحدرج دل ثرويات يتا عدويت يخلي شو ما دات دان المومنت يا ديت حق دولش متك больше هما дат. Поэтому просто эта тема сейчас не обсуждается. Но мы просто закрыли вопрос. Так, понятно, сведем. Аслан, провокатор у 100% Чечня, не Россия. Все возможно, но посмотрим. Прошло 22 года после взрывов домов. На дворе 21 год. Путлер продолжает править, планирует дальше напасть Украину, угрожает и другим странам. Вот такие реалити. Абсолютно Бон с вами согласен. И мы должны об этом говорить, потому что сегодня, когда Путин убивал чеченцев, очень легко можно было объяснить, что это ради величия такой России, русского народа. И недавно, когда ему американский, по-моему, журналист или кто-то там задавал вопрос, вас называют убийцей, как вы к этому относитесь и так далее, он сказал, это все связано с войной в Чечне, и что он это делал ради России и русского народа. Так вот, я, рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия Аслан Арцуев, официально заявляю, что ради русского народа и величия России Путин взорвал своих женщин, детей и стариков, спящих в своих собственных домах. Это осуществила банда ФСБ, террористическая, с самого своего зарождения.
ВЧК, НКВД, КГБ, террористическая организация. Они умеют делать террор. Поэтому мы пытаемся рассказать, что ни в Грузию, ни в Украину, ни куда-либо, ни в Сирию ради величия и ради русского народа это не делалось. Это делалось для того, чтобы Путин и его банда КГБ, ФСБ смогла легализовать те колоссальные, просто гигантские накопления советского народа, советских людей, прибрать своим рукам и легализовать. Они и так были в их руках, они ими заведовали, но они ими не могли так открыто пользоваться, распоряжаться. Теперь же они открыто стали миллиардерами. Вот эти все Ходорковские, кто там у них там, другие, третьи, это все люди тоже из КГБ были. Тот, кто рыпнулся, ему дали пинка, 10 лет отсидел и выкинули из России. Остальные готовы по первому же требованию срочно же отдать все средства, которые у них накоплены, по первому же требованию Путина. Поэтому новое дворянство или партократия, как она называлась раньше, она ни на минуту, ни на секунду власть не отпускала. Какой-то период времени военные имели влияние, еще во времена Брежнева. И когда Брежнев уже ослаб, его напичкали разными, уже, спился, пил там и так далее. Да, он пил, но его одновременно еще и пичкали разными лекарствами. И есть такой академик Чазов, или уже, может, был он, да, на Рублевском шоссе есть кардиологический центр имени Чазова, да, академик. Там здание, по факту, есть там и Бакулева, и Бакулева в другом, по-моему, месте. Неважно. Вот Чазовый был такой. Он тоже ходил вот в это политбюро. Он был врачом, который непосредственно пичкал, я так считаю, это моя гипотеза, моя версия, который Брежнева доводил до состояния растения. И потом, после смерти Брежнева, власть занял Андропов. Большому несчастью для Андропова он проправил около года и предстал. Больше не успел поправить. После этого полудохлый Черненко, который тоже сидел так, как запасной игрок команды, и после смерти Черненко к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев. И я немного вам, перед тем, как рассказать про взрывы домов в Москве в 1999 году, хотел бы, чтобы вот эта цепочка связей Советского Союза и сегодняшней так называемой демократической России прослеживалась. Чтобы вы ее тоже поняли, как я ее вижу, как я ее понял, и как об этом пишут разные эксперты, в том числе небезызвестный Авторханов, Абдурахман Авторханов. В своей книге от Андропова к Горбачеву Абдурахман Авторханов, кстати, вам советую, всем просто настоятельно советую прочитать эту книгу. Вы очень многое поймете, очень интересным, простым, доступным языком написана книга. Не какая белиберда такая политологическая, которую невозможно читать, особенно неподготовленному читателю. Советую всем прочитать, очень интересно. Я эту книгу для себя открыл вообще недавно. Я читал и «Народоубийство», убийство чечено-ингушского народа, читал мемуары, читал «Загадка смерти Сталина». И это было не так интересно для меня, потому что я не знал этих людей, про которых там описывает Абдурахман Авторханов. Я их не застал при моей жизни. Но я застал Горбачева, я застал немножко Советский Союз. И мне было очень интересно. Просто все было разложено по полочкам. И я читал книгу, я ее читал с компьютера. И знаете, первый раз за всю свою жизнь я читал книгу
и боялся закончить ее читать. К сожалению, я ее закончил, и я ее еще раз начну сейчас читать, потому что это просто невероятно интересное чтиво, и вам очень советую. Просто невероятно интересное. От Андропова к Горбачеву. Все, вам больше ничего больше про сегодняшнее положение вещей, как на Западе, так в самой России. Вам ничего больше вопросов у вас в принципе не будет, если вы прочитаете эту книгу. Ну, может быть, какие-нибудь возникнут, но особо нет. Горбачев, человек Андропова, говорит Плахтер Алексей. Абсолютно верно, Алексей, но я почему-то думал, что не так это, что я почему-то, не анализировал, не вникался, но не думал. Оказывается, именно так. Андропов, Горбачев вступил в партию, коммунистическую партию Советского Союза в 1952 году. Как раз буквально за год до смерти Сталина. То есть, этот человек осознанный сталинист. Он осознанно понимал, кто такой Сталин. В 1953 году был страшный, ужасный, тотальный, поголовный страх в Советском Союзе на все эти 250-300 миллионов человек. И в это время такой добренький, Михаил Сергеевич Горбачев вступил в эту партию. Потом умер Сталин, и он уже продолжил свою карьеру партийного работника и вообще коммунистическую свою карьеру при Брежневе, и потом его уже Андропов вытянул к себе, очень ему доверял, и читая Абдурахмана Тарханова, понимаешь, что по факту Брежнев, который во время Брежнева было 3 силы, которые управлялось. Было Политбюро, была армия и КГБ. И это был такой консенсус, договоренность, потому что КГБ тогда очень сильно трухнуло после смерти Сталина, и они думали, что их всех зачистят. Но ни один новый генсек, генеральный секретарь партии, никогда не преследовал КГБ. Не преследовал КГБ Брежнев, потому что, видимо, была договоренность не преследовать. Соответственно, не преследовал Андропов, который сам являлся председателем КГБ и КГБшником. И, конечно, не мог он сам себя преследовать. Затем Черненко, который тоже там около года поправил. И потом Горбачев. И он тоже не преследовал, никого не наказывал. И все шло именно по линии по КГБ. И после смерти Брежнева вся власть сосредоточилась в руках Андропова, которая фактически и так была у него, но ему приходилось некоторые вещи делить, властные полномочия делить с военными в том числе. Ну и с Политбюро тоже иногда считались. Но после смерти Брежнева уже Андропов властвовал безраздельно. Опять же, к сожалению, к сожалению самого Андропова, он умер через год, потом полудохлый Черненко, который тоже умер, и Горбачев пришел к власти. Горбачев никакой не либерал, никакой не демократ. И сейчас дали Нобелевскую премию Дмитрию Муратову. Дмитрий Муратов, Новая газета, там все знают, очень либеральная, честная, хорошая, там порядочная газета, там объективная, независимая, там столько журналистов в ней хорошего работало, которые были убиты КГБ. Так вот, ничего удивительного того, что Дмитрию Муратову дали Нобелевскую премию мира. Нобелевскую премию мира дали также и Михаилу Сергеевичу Горбачеву, сталинисту, подонку, преступнику, который был абсолютно антизападником, абсолютно антиамериканистом, и была далеко идущая стратегия у КГБ. Были подтянуты к властным в этот Политбюро, был Горбачевым уже, когда он возглавил страной, был подтянут Алиев,
сегодня сын Алиева в Азербайджане, как мы знаем, президентом, так называемым президентом является. Потом Шеварднадзе, который тоже был в этом Горбачевском политбюро и был министром иностранных дел. Алиев был министром госбезопасности Азербайджана, а Шеварднадзе до прихода в политбюро был министром внутренних дел Грузии. И вот эти два человека были подтянуты, и потом уже, когда Советский Союз развалился, эти люди возглавили свои республики. И всегда оставались верными своему КГБшному братству, да, своей мафии. Так вот, у них план был до конца власть удержать у себя. Но так как произошло следующее событие. Очень много денег выделялось на оборонную промышленность, оборонный комплекс. Америка и СССР, Соединенные Штаты и СССР между собой устроили гонку вооружений. Обе страны сделали столько много атомных бомб, ракет и всего возможного оружия на Земле, что Землю могли уничтожить сотни и сотни раз. Просто вот тем арсеналом, который у них имелся в распоряжении. Но так как американцы очень практичный народ, очень умный народ, и это абсолютно свободная страна, они далеко ушли вперед. И русские, как обычно, ползли где-то сзади. Ну, конечно, делалось вид, что все хорошо, что мы идем вперед. Да, Рейган в 70-х, по-моему, или 80-х, когда пришел к власти, говорил, что в 70-х годах Россия начала за 10 лет, по-моему, она с 70 по 80 за это десятилетие потратила около 300 миллиардов долларов, тех тогдашних долларов, на вооружение. Что я хочу сказать этим всем? Что, во-первых, военные, советские военные, на которых выделялись такие деньги, и они должны были сдерживать вот этих империалистов и Америку, и всех остальных вот этих буржуев, они все равно диктовали свои условия. Еще при Сталине военные не диктовали, но вот уже при Брежневу они уже диктовали условия, и именно в стратегическом плане с ними приходилось считаться. Военная — это такая своя такая отдельная мафия была. Хотя, может быть, там были и порядочные люди тоже. Что не скажешь о КГБ? Там порядочно быть в принципе не может. И Брежневу приходилось с ними считаться. Когда пришел Андропов, абсолютно всех обошли, военных оставили вообще в стороне, и власть полностью сосредоточилась в руках КГБ. С тех пор ни на минуту власть КГБ больше не отпускала. Когда пришел ставленник Андропова Горбачев к власти, он, понимая всю безвыходность ситуации, что 80% всех средств уходит на вооружение, на армию и так далее, и народ фактически нищенствует, вымирает, умирает с голоду. В прямом смысле слова был коллапс, наступал коллапс. И тогда КГБшники придумали виртуозно прикинуться сдавшимися. И снова их никто не репрессировал, никто не люстрировал, никто не привлек к уголовной ответственности. Горбачев разрушил стену между ГДР и ФРГ. Горбачев начал с женой выходить в народ, что для советского руководителя это было как необычно. И хотя Брежнев и Хрущев ездил со своей бабушкой. Но вот такой утонченный либерал. И вот приблизительно, что говорили про Путина, то же самое говорили про Горбачева. Что это прогрессивный, либерал, демократ, что вот он там и так далее. Хотя абсолютный сталинист. Абсолютный. Вот такой вот.
Горбачев. И у меня большие опасения по поводу того, что сейчас происходит. Нобелевский комитет мира, другие разные большие организации, Интерпол и другие, они все пронизаны российскими спецслужбами и их агентами. И это не может происходить без ведома западных спецслужб и западных наблюдательных специальных органов. И тот же Нобелевский комитет не может не знать, кто такой и Дмитрий Муратов, кто такой Михаил Горбачев и так далее. И задача Горбачева, он не являлся кадровым сотрудником КГБ, но в его политбюро вошли 3 генерала КГБ. Это Алиев, это Шеварднадзе и вот этот... Сейчас я... Одну минутку. Вот без фамилии интересуется. А фамилию его нужно знать, потому что он был самый главный там. Это Чебриков. Это было 3 генерала КГБ, которые были. И потом мы удивлялись, почему Путин пришел к власти, КГБшник там и так далее. Все было, да? Ну ладно, казалось, советское время. Сталин, культ личности Сталина был развеян, Сталин был признан преступником. Это тогда тоже КГБ притворилось слабым, отреклось от всех своих преступлений. Ведь не Сталин убивал миллионы людей, не Сталин писал доносы. Да, это все делали советские граждане и советские чекисты. И Горбачев приходит в власть. Книга написана в 1985 году у Абдурахмана Авторханова. Еще стена не разрушилась и так далее. И он в этой книге, я ссылки некоторые давал вам, и вам нужно просто самим просто ее читать. И когда Абдурахман Авторханов пишет новому президенту или генеральному секретарю тогда Советского Союза, достаточно разрушить стену, там, отказаться от гонки вооружений, потому что это тоже для американцев была большая нагрузка. Ну и вот некоторые такие сделать детали, и он сразу будет уважаем и принимаем. Так и произошло. Как писал Абдурахманов, через буквально некоторое время разрушается стена, Горбачев становится либералом, все там и так далее. Но все знают, что Горбачев является человеком КГБ, хоть и не является кадровым сотрудником, офицером КГБ, он является агентом КГБ, каким являлся и Ельцин. И Горбачев, против Горбачева появляется новый демократ, новой формации. Это такие люди, как Ельцин, Собчак, Гайдар и другие. И эти люди выступают оппозицией Горбачеву. Говорят, ты разрушаешь страну и так далее, и так далее. Что мы должны двигаться в демократическом направлении, там, дать свободу всем и так далее, и так далее. И в итоге происходит так, что Ельцин получает власть. Но КГБ никуда не уходит, потому что Ельцин тоже является агентом КГБ. И в это время, когда Ельцин, новый лидер страны, приходит к власти, Ельцин тоже не раскрывает, во-первых, всех архивов и не наказывает КГБ и не иллюстрирует, не призывает к их ответу. Этим можно объяснить, что власть никогда из рук КГБ не уходила. Если она уйдет из рук КГБ, эта власть, то первым, что должен сделать новый президент России, это распустить эту террористическую организацию и создать новые специальные службы.
Но пока этого не произошло, можно смело утверждать, что власть находится у КГБ. Запад, когда к ним приезжает Ельцин, в Сенате произносит «Господи, благослови Америку», и все будет Ичкерия, надо было ему еще добавить. И после этого Запад тает, Америка тает просто, и все, теперь они в наших руках. Теперь они нам подчинились. Теперь мы можем качать нефть, газ, добывать золото, алмазы и всю остальную таблицу Менделеева, которая есть на территории оккупированной Россией, Сибири и других частях вот этой тюрьмы народов. И Ельцин втягивается для того, чтобы его власть не укреплялась, а империи нужно всегда расширяться, террористам нужно всегда совершать террористические акты. Это страна революционеров, так ее Ленин называл. Они должны были везде, во всем мире готовить революции и революционеров. И этим объясняется сейчас разные вагнеровцы в Африке, разные колодцекопатели под видом мусульман в мусульманских африканских странах, которые занимаются, уже я нисколько не сомневаюсь, разведдеятельностью. Там, наверное, есть и полезные товарищи, но в основном это люди, которые выполняют, в целом, это задача для, по моим предположению, для добычи информации, для того, чтобы мешать развитию европейских стран. И что говорит Абдурахман Авторханов в этой книге своей? Он говорит, еще в 1985 году, он говорит, для того, чтобы западные страны, европейские страны, которые имеют в разных частях, в том числе и в Азии, в Африке, свои колонии, это империи бывшие, и Англия, и Великобритания, и Франция, и другие страны. Задача советских террористов, так называемых революционеров, поддерживать всех, кто будет выступать против Запада. Они их привозят в Москву, и они тысячами, десятками тысяч проходят обучение там, и так далее. И Запад, который раньше свои колониальные войны имеет влияние и извлекает выгоду из разных африканских стран, Советский Союз, КГБ решает ослаблять западные страны путем совершая революции в их колониях. Понимаете, да? И тем самым ослаблять западные страны. Что увидим сейчас по той же методике, о которой описывал Абдурахман Авторханов, сейчас по этой же сталинской КГБшной методике действуют путинские террористы. И это уже ни для кого уже не секрет. По крайней мере, тем, кто этим вопросом занимается плотно. Но, слава богу, силы уже не те у гибнюков. Хотя гибнюки проникли во все властные структуры, у него есть агентура, мы знаем, кто такой Шрёдер, мы знаем теперь уже, кто такая Ле Пен, мы знаем об австрийских некоторых политиках, которые после отставки уезжают работать в «Газпром». Это говорит о том, что в европейском политическом классе, истеблишменте, большие проблемы в связи с влиянием иностранной, очень враждебной, террористической России. И вот Ельцин приходит к власти, и для того, чтобы он не укреплялся, все это время нужно контролировать Ельцина, его втягивают в очередную войну. Ельцин фактически, ему говорят, вот, ты должен, и все, и он выполняет. А империи нужно расширяться, вести войны, только так она может существовать. Если империя не ведет войны, она начинает сама себя уничтожать, потому что
те пассионарии, которые находятся внутри страны, они начинают представлять угрозу уже для самой страны. Ельцина втягивают сперва в расстрел парламента, потом втягивают в Первую русско-чеченскую войну. И как верный КГБшник, ему и так деваться некуда, как об этом пишет Абдурахманов Тарханов, у этого ведомства, или у этого учреждения, он называет КГБ, у этого учреждения есть такое железное правило. Оттуда нельзя выйти. Туда можно войти, но выйти оттуда нельзя. И это навсегда. Поэтому советую 100 раз подумать перед тем, как кто-то захочет поиметь выгоду с этими гибнюками. Если кто-то думает, у меня был один знакомый в Москве, и он начал якшаться с разными КГБшниками. Он говорит, он там говорит по-чеченски, там, ну, про этого КГБшника рассказывает. Я говорю, ну это же КГБшник, ФСБшник, ты что делаешь? Ты знаешь вообще, куда ты лезешь? Что с тобой будет? Ай, берена, тягина. Белмаму, абешбек, агудис. Только с ними можно заработать деньги, он мне говорил. И это, конечно, отчасти же правда. Потому что, когда разваливался Советский Союз, всеми финансами, всей системой функционирования Советского Союза владели, полностью контролировали КГБшники. И они просто легализовались. Вместо того, практически они были уже уничтожены. Коммунизм, сама идея, она уже изжила себя. В нее даже самый первый Ленин не верил. Не говоря уже о том, что Сталин не верил в коммунизм вообще. Но были полезные идиоты, которые верили беззаветно. Даже в 80-х годах. Которые думали, что Советский Союз, коммунизм, это все хорошо и так далее, и так далее. Потому что пропаганда там и так далее, дебилов, извиняюсь, на земле много, поэтому на 250-300 миллионов советских граждан дебилов набиралось прилично. Плюс карьеристы, конформисты, которые всячески пытаются подстроиться под любой строй, им абсолютно без разницы. И что делает КГБ? Мы, граждане Советского Союза, наши отцы, наши деды, проливают кровь, защищая эту страну, работают днем и ночью, получают копейки. Все идет на вооружение, потому что вот эти империалисты, американцы, западники нас всех захватят, поработят и дадут жвачку, да, и джинсы разрешат носить. Вот они вынуждены все отдавать люди, которые советские граждане, которые работают на этот совок. Они все, собственности нет, как известно, частной собственности, ничего нет. Все принадлежит государству. Ты просто работаешь, ты раб. У тебя больше ничего нет, кроме обязанностей раба. И эти люди захватывают эту власть, вот эти все недра, вот эти все богатства, которые... строя эти разные БАМы, железные дороги. Вот, например, здесь у нас в Германии есть Якунин, друг Путина, КГБшник. Открыл свой какой-то здесь институт. Этот человек заведовал железными дорогами. Российские железные, РЖД. Российскими железными дорогами. Так, эту железную дорогу строили на протяжении более 100 лет всем советским народом. Везде. Куда только вообще, даже где не нужно было ее строили. И все это теперь досталось какому-то гибнюку. Видите, какая несправедливость, невероятная справедливость. Когда разваливался Советский Союз, было придумано Гайдаром и другими гибнюками, была придумана так называемая приватизация. Если вкратце сказать, как я это понимаю, что это было, это приватизация, экономисты там, люди в этом лучше разбирающиеся, может, лучше смогут объяснить. Ну, я это так понимаю. Вот есть вся собственность Советского Союза. И теперь уже появляется частная собственность, и каждый имеет право на что-то. И в таком случае тебе, каждому человеку, дается ваучер на 10 тысяч рублей.
И ты с этим ваучером можешь пойти в «Газпром», какую-нибудь там нефтяную компанию, какую-нибудь строительную компанию, принести туда ваучер и купить акции на эти деньги. Любой завод, любую фабрику. И вот, например, на триллион, да, состояние, на 100 триллионов Советский Союз накопил богатств. 100 триллионов. Вот эти 100 триллионов делятся, например, между 100 миллионами людей. И каждому достается вот этот ваучер. Не знаю, почему он 10 тысяч только вышел, но вот столько только полагается. Тогда только так было. Причем эти ваучеры продавались, обменивались на площади 3 вокзалов в Москве, обменивались на бутылку водки. Потому что людям не объяснили, что нужно делать с этими ваучерами. И это был такой обман. Как будто что-то мы людям раздаем, и в этот момент все захватывается. В это время западные разные страны очень неплохо содействовали, или, скажем так, принимали участие в разделении этого пирога. Посмотрев на, например, разные западные компании, которые с того времени зашли туда, можно уже узнать, какие страны больше всего туда заходили. Но, видимо, у них было одно условие. Им нужно было не трогать КГБ. Просто не иллюстрировать. Ельцин, тоже есть видео, вы, наверное, видели, стоит и говорит, мы же не пойдем. Все знали, все советские люди знали, что враг это КГБ. Потому что они репрессировали, они нас пугали, они нас сажали, они все делали. Вот всегда было КГБ. Ну и все ждали, что вот новый лидер, сейчас он скажет, пойдем на КГБ, Лубянку, все архивы, всех поголовно посадить, всех генералов привлечь к ответственности и так далее, и так далее. В это время, кстати говоря, развал Советский Союз, сегодняшний лидер, один из лидеров так называемой русской оппозиции, Гудков Геннадий, Гена, был полковником или подполковником. Я его сыну пишу несколько лет назад в Фейсбуке. Я говорю, твой отец генерал КГБ. Ты тут из себя изображаешь демократа, какого-то оппозиционера. Что ты нам сказки рассказываешь? И он не отвечает. А он пишет, мой отец не генерал, а ушел в отставку, когда КГБ разваливалось, ушел в отставку подполковником, по-моему, подполковником. У меня где-то даже есть скриншот всего этого, то, что я сделал. Вот нашего с ним общения. Потом же, какое мое удивление, когда у Александра Сотника на канале выступает вот этот Гибнюк, часто его раньше Саша приглашал, и он там, его Саша, Александр Сотник называет генералом. И он не возражает, да, несколько раз, генерал, да, генерал. Как так получается, что подполковник, который КГБ развалилось, нет, а он сейчас в 2021 году является генералом? Как это так? На пенсии уже звания дают, что ли? И вот та же власть, те же персоналии, та же гибня осталась и в оппозиции, и, ну и, конечно же, у власти. Я абсолютно убежден, когда Навального выпустят из тюрьмы, а его не для того вот так поднимали, раскручивали там и так далее, чтобы его там убить. Ни в коем случае он с большой вероятностью выйдет, если не произойдет какие-нибудь свои внутри какие-то подковерные разборки, и его они там не грохнут. Ну, его выпустят. Вполне вероятно, вполне возможно, что и Ходорковский не был никаким, он был обычным агентом КГБ, ну или комсомольским вожаком. Комсомольский вожак обязательно должен был сотрудничать с КГБ. И да, может, одна часть КГБ поругалась с другой частью КГБ, и в назидание других всех запугать Путин посадил его. А может, это была спецоперация. Может, просто обычному гибнюку Ходору, убийцы, его обвиняли, его начальника службы охраны, он сидит пожизненно за убийство семьи мужа и жены из Тамбова, кстати говоря. Вот эти люди,
под разным видом захватили, грубо говоря, вот все недра и все накопления, которые 70 лет, мы все, наши отцы, наши деды, не имея ничего в собственности, ничего, только сберкнижка. И потом эта сберкнижка, она аннулировалась, и там у тебя ничего не осталось. Вот таким образом, при помощи западных лидеров, западных стран, которые подумали, что теперь угроза миновала, можно разделить этот пирог вместе с советскими гражданами, возьмем тех же англичан и американцев, которые очень много денег потратили на то, чтобы противостоять этой империи зла, которую не добили сами в 45-м, когда надо было добить их на самом деле. Мы вместе с нацистами нужно было и этих же добить. Но это уже другая история. Которые очень много потратились, противостоя, они взяли свою компенсацию. Все, ладно, это оставляем. Остальное должен делать русский народ. Но русский народ, русского народа как такового, советского народа, русского народа, есть масса, но нету никакого общества. И они ничего не могут решить. И вот благодаря вот этим махинациям, благодаря большим кушам, которые перепали западным странам, Россию не исключили из Совета Безопасности ООН, из постоянных членов. Она осталась как есть, она сейчас. Нигде в Совете Безопасности ООН среди постоянных членов вы не найдете РФ или Российская Федерация. Там везде написано СССР. Но так как они признали Российскую Федерацию правопреемницей СССР, ее оттуда не исключили. Но это незаконно, потому что это уже другое государство, абсолютно другое. Оно и территориально, и этнически уже другое. Да, там многие народы откололись, остались уже там, Средней Азии государства отделились, страны Балтии отделились там, и так далее, Украина, другие, третьи. И вот в этой ситуации Россию пускают, не только оставляют, где ей никогда ей вообще одного дня нельзя находиться. Ее пускают во все институты, в которые раньше ее не пускали. Никто не работал с КГБ, никто не обменивался информацией, никто не вел совместную войну, борьбу там или еще что-то с КГБ. Как это сейчас происходит с ФСБ? Интерпол, Европарламент, да все любой европейский, любой другой международный институт. Везде Россия засела. Но так как все остальные, или по большей части другие страны, они, и брать, если сверхдержавы, да, Великобританию, если взять, там, Соединенные Штаты Америки взять, эти страны ограничены рамками закона. При всем при том, что ни одна страна не является святой, сразу скажу, чтобы не было кривотолков. Но при всем при этом эти страны, они ограничены законом, у них есть уважение, правила соблюдения закона, чего не было у России. И вот эти люди, которые никогда, представители страны Советского Союза, которые никогда не уважали закон, ни конституцию своей страны, ни свой, ни тем более, ни международное право, ни чужие законы, их пускают. Это одна из самых мощных спецслужб, которые имеют много агентуры, которые имеют уже более 100 лет на сегодняшний день, более 100 лет уже имеет свою историю профессиональную. Они вот в эти все институты запускаются. Сами берут и себе в спальню, себе там, я не знаю, в детскую запускают матерого маньяка-убийцу. Чикатило запускают. Фредди Крюгера запускают к себе в лице Патрушева, Путина, там, Ельцина и так далее. И вот мы сегодня, когда началась, имеем то, что
Имеем. И это, ну, или это не политическая недальновидность, или не знаю, как это можно объяснить. Но при всем при этом происходит вот то, что произошло. Россия сейчас, потихоньку ее сейчас начинает ограничивать, но она уже на десятилетия зацепилась своей агентурой, о которой никто не будет знать. Этот агент, он может десятилетиями служить, как Шредер служил, как другие служили своей этой КГБшной организации, к учреждению КГБ. И вот мы получили то, что получили на сегодняшний день. Ельцин развязал войну, не имея никакого юридического основания, не имея никакого юридического факта, что Чеченская Республика является частью новой Российской Федерации. Чеченская Республика, на минутку, еще раз, вышла из советского состава Советского Союза наравне со всеми другими республиками, советскими, автономными, как и, впрочем, и Татарстан попробовал. И в Конституции Российской Федерации было указано, что Российская Федерация состоит из стран, добровольно вошедших в состав Российской Федерации, то есть подписавших федеративный договор с Российской Федерацией. Чеченская Республика этот федеративный договор так и не подписала. Татарстан, в конце концов, подписал этот федеративный договор. И вот мы имеем то, что на глазах всего мира новая, молодая, демократическая Россия развязывает страшную войну против маленькой Чеченской Республики Ичкерия, Чеченской Республики, еще 2-3 лет нет. Впрочем, Российской Федерации нет и 1,5 лет. Даже год, как раз был год. 11 декабря у них, 12 декабря, по-моему, у них День Конституции. И на День Конституции, как годовой, они нападают на нас. И весь Запад делает вид, что все нормально, никаких проблем. Но это не совсем, может быть, точная формулировка, не делает Запад. Это надо признать, при всем при том, как бы это ни было неприятно, и не хотелось бы обвинить всех подряд. Первую войну нас поддерживал Запад. Нас поддерживали некоторые лидеры Запада. Нас поддерживали народы, в том числе и в Российской Федерации народы были против этой войны. Против войны, против России, войны России против Чеченской Республики Ичкерия. В том числе наши братья дагестанцы, в том числе наши братья ингуши, другие, которые не пропускали. Ну, в Дагестане это наши чеченцы там в основном были, Ауховский район, ну и наши ингуши были с этой стороны. Вот это были основные два помощника на Кавказе. Больших митингов по всем по республикам Северного Кавказа мы не видели. Маршев мира, чтобы остановить войну, мы не видели. Наших соседей, которые там из Карачаева-Черкесии, из Кабардино-Балкарии, из других республик, Осетии, там, Дагестане, мы не видели. Да, видели акинцы и другие чеченцы, которые живут, и ингуши. Как известно, первый погибший был на этой войне ингуш, министр здравоохранения Ингушетии. Если бы все народы, населяющие Кавказ, другие народы, Якутия, Бурятия и другие 3-10, которые тоже находятся в колониальном иге, Татарстан, выступали бы против войны, Башкортостан, то, может быть, было бы еще легче. Но и на Западе нас тоже поддерживали. Тоже нужно признать, при всем при этом, конечно, нужно было еще поделить вот этот кусок пирога огромнейший, который 70 лет люди уходили в могилу, не оставляя ничего после себя, то в одних кальсонах доживали одни штаны на 2 человека, парадные штаны имеются. Вот такой нищете народ
находился, захватил пол Европы, захватил пол Германии, вывез все, и ничего этого не было. И это все было разграблено, и новой демократической России из этих валютозапасов, валютного резерва ничего тоже не досталось. Фактически банкрот была новая Российская Федерация. И вот потом они, собравшись силами, с новыми силами, начали свою гибридную войну сперва против Чечении. Запад сказал, опять же, не имея никаких оснований, покажите мне хоть одно основание, покажите мне хоть один документ, что мы являемся частью Российской Федерации. Нет таких документов, нет такого основания. Просто нас отдали на растерзание. Нас просто скормили, потому что было некогда заниматься. Там нужно было с Югославией разбираться. Это такие вещи, которые я знаю, что я всего не знаю. Я делаю вывод касательно только вот Чеченской Республики и Российской Федерации или России. А были еще и есть израильский и арабский конфликт, которым Россия активно принимала участие. Было участие, проблем с Ираном, да, Израиль был союзником, Иран был противником и Америки, и Израиля. Но была Югославия. Западу, европейским странам было важно, чтобы вот подбрюшье, Чехословакия, тогда была Югославия, Болгария, Венгрия, вот эти все страны, на которые было очень сильное влияние. ГДР, половина Германии принадлежала Советскому Союзу. Это все нужно было вырвать из лап развалившиеся и пытающиеся перейти на новый уклад, уже на рыночную экономику, от колхозной экономики перейти на капиталистическую форму управления, где капитал это, как говорил Карл Маркс, капитал основа основ, да, или капитализм. Ну, короче, могу сейчас что-то ошибочно сказать. В итоге эти люди утвердились у власти, почувствовали безнаказанность. Запад, который пустил к себе не какой-то ИГИЛ, или не какую-то Аль-Каиду, или не какой-то там Талибан, ядерную державу, которую не разоружили, имеющую бактериологическое, химическое, да и все на земле всевозможное оружие, которое может там, я не знаю, убить человечество несколько тысяч раз, просто вновь и вновь, запуская какую-нибудь бациллу, как сейчас запускается то одна, то новая, другая. Таким способом Россия, Путин, КГБ воюют с миром. И эта война идет уже открыто для нас, для людей, которые хоть чуть-чуть пытаются анализировать, мы понимаем, что идет открытая война. Запад же, вот сейчас Америка и Англия нормально себя ведут. Ну, они поняли, потому что война идет на самом деле против них, на самом-то деле. А эти страны, Германия, другие страны, Польша теперь поняла, там тоже были очень подрусских много. Сейчас Польша поняла, что следующая оккупация будет они. Вот эти страны, пытаясь, хотя Америка вложила в них колоссальные средства, огромную помощь оказала разрушенной Германии. И надо заметить, мы сожалеем о всех жертвах, которые были, но тот режим, который установил гитлеровская нацистская партия, это был античеловечный, это был фашистский режим, который угнетал, убивал миллионы людей на земле. И сказать, что мой город Грозный разрушили, что я фашист, ни один чеченец не может. Наш город Грозный разрушили просто потому, что русским нужно было его разрушить и захватить. Вернее, захватить и вынуждены были разрушить. А Берлин и другие города, они разрушались, потому что это несло огромную угрозу для всего человечества. И можно было им не помогать. Но им помогли. И если вы обратите внимание, Восточная Германия и Западная Германия, это до сих пор
Это одни и те же немцы. Это одна и та же страна. До сих пор вы можете поехать в Восточную Германию, вы можете поехать в Западную Германию и сравнить, как люди там живут. Потому что там была Америка, она вкладывала туда деньги, и она вытянула Германию из лап Советского Союза, в том числе разрушив эту стену. Но это я вижу такой нехороший, ну это агентура, наверное, действует, которая продолжает свою деятельность внутри уже Европы. И Чечня, видимо, была слишком невесомым таким аргументом, когда нужно было и Чехословакию, и Югославию, и другие третьи республики, страны вытащить из-под влияния КГБшной России. Но благодаря тому, что, или к сожалению, к тому, что это произошло, мы имеем сегодня то, что имеем. Я не злорадствую, я сам один из участников этого процесса, как и вы все. Мы находимся на грани уничтожения вот этого сосуда на глиняных ногах, колоса на глиняных ногах. И вот мы пришли к тому, что в 1999 году Путин, и это не один Путин, это коллективный Путин, чтобы вы понимали, просто он главный над ними, как вор в законе, смотрящий сверху, взрывают своих же граждан. До этого еще масса террористических актов проводится сотрудниками российских спецслужб, нанятыми агентами, оболваненными агентами. Проводится множество террористических актов по требованию, по заказу, по организации КГБ, ФСК, ФСБ. Затем взрываются, организовываются два села, на религиозную почву переводится наше национальное освободительное движение, чтобы на Западе нас не понимали. А благо у русских уже на Западе полностью все уже схвачено, как говорится. За все заплачено, за все схвачено. И были голоса, пытались добиваться. Но для того, чтобы Запад, который имеет свое представление о развитии мира, который на сегодняшний день, на протяжении уже, наверное, века, если не больше, ведет человечество впереди планеты всей, как говорится. И это неоспоримый факт, как в технологичном, так и в политическом, так и в научном, и во всех смыслах. Без сомнения. Это легко проверяется. Зайти в любую больницу, зайти в любой университет западный, зайти на любой завод западный и сравнить, какой есть вообще в любой другой точке земного шара. Или то место, кому Запад помог. Если это Азия, это Япония, там, Северная Корея, Южная Корея, ну и так далее, и так далее. И вот в 1999 году, понимая, что нас одолеть так нельзя, что мы едины и стоим четко на позиции национально-освободительного движения, нас религию отменить они не смогли. Как коммунисты, как безбожные коммунисты, как об этом пишет Абдурахман Ахтарханов, он очень правильно говорит, коммунисты не уничтожили религию, они создали пятую религию, пятую мировую религию они создали. Иудаизм, ислам, христианство, буддизм и атеизм. Советский атеизм. Это была их религия, советский атеизм. И нету, нам говорят, вот, подмена понятий. Вот, я про чеченцев говорю. И многие люди, которые не понимают, что советские люди, они никакие не христиане. Они говорят, вот кафир. Кафир американец, кафир русский один и тот же, говорят. Тем самым подливая масло в огонь и не понимая, что американец, он католик, там,
или другой христианин, а этот вообще другой религии. Вообще другой религии. Тем самым мы объявляем себя врагами всего человечества. Причем большая часть человечества, с которыми все наши братья-мусульмане дружат. Вот все, которые есть на этой земле, да, не считая там Ирана, Ирак тоже дружил, и теперь опять снова дружит. Вот происходит вот такая вещь. В 99 году, возвращаясь к нашим баранам, в 99 году проводятся провокации и происходят взрывы домов. Взрывы домов своих же граждан, своими же спецслужбами, которые обязаны были защищать своих же граждан. Но ничего удивительного в этом нет. Это сталинисты. Сталинисты, андроповцы, горбачевцы, которые у власти сейчас находятся. И между ними бывает трения, между ними возникают разборки. Но при всем при этом они остаются одной террористической бандой, которая может иногда даже враждовать друг с другом, но выполняет одни цели. Донесение мирового революционизма до всего мира. И их задача создать, как писал еще Ленин, создать группу революционеров в разных странах, перевернуть эту страну с ног на голову. Победить они ее не могут, ни экономически, ни научно-технически, ни интеллектуально, ни творчески, ни морально, ни духовно, никак. Никак они не могут ее победить. Но они могут сделать так, что там устроится такая анархия и такой бардак в этой стране, что на фоне них Россия будет выглядеть и хорошо, и благодаря вот этому бардаку и анархии они смогут влиять на процессы и извлекать выгоду. Благо у русских есть атомное оружие, и как они считают, их за это никто трогать не будет. Вот у них есть. И теперь представьте себе Аль-Багдади какой-нибудь, который казнит людей просто за то, что не устраивает его позиция, его взгляды. Но он имеет атомное оружие, и его нельзя бомбить, его нельзя трогать, с ним надо разговаривать. Вот такая ситуация сейчас сложилась. И вот я что хотел вам рассказать. Я потом перейду к вашим вопросам, долго вступительно рассказываю об этой всей картине. Я хотел рассказать про взрывы домов в 1999 году. В 1999 году, когда в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ, и потом в феврале или в феврале, по-моему, 2000 года, когда уже активно шла война в Чечне, массированно убиваются люди, идет геноцид, на НТВ, который потом закрыли, проходит передача «Независимое расследование» с Николаем Николаевым. И что самое интересное, я тоже долгое время думал, что вот этот Николай Николаев там, и другие товарищи с этого НТВ, они нормальные люди, которые как-то пытались донести эту правду. Ну, один момент. После того, как НТВ закрыли, это просто отжали у Гусинского канала и просто независимого еврея выкинули из страны, отобрав его все активы, который не пошел на поводу и не подчинился Гусинского, я имею в виду. И просто прибрали канал к рукам. И заодно показали, что у них вот телевидение, смотрите, как они там честно там разбираются и так далее. Оказывается, это было совсем нечестно. В этом же видео, которое я вам сейчас, если успею, покажу, Николай Николаев, ведущий, указывает на Астахова, что вот у нас тут есть адвокат. А как известно, Павел Астахов – это офицер, сейчас уже, наверное, в звании генерала КГБ, офицер-генерал, или кто он там, КГБ, который там же у людей, из жителей дома Рязани, собирает заявление и становится их адвокатом. Все, он берет на себя эти полномочия. Теперь он, как
адвокат имеет право представлять интересы этих людей. Потом он, правда, им сообщит, что террористический акт и эти учения засекречены на 75 лет и так далее. Но там тоже еще один важный момент, когда Николаеву говорят и хотят связать взрывы домов в Москве и учения в Рязани. Николаев строго не дает им. Ну и это тоже, я вам тоже сейчас это покажу. Еще очень важный момент, как эти жители дома, улица Новоселова, 14, 16/14, попали в эту студию на НТВ. До того они 6 часов ехали от Рязани до Москвы, 3 часа их обрабатывали, подготавливали, что говорить, как говорить. И вот это тоже важный момент был мной упущен, потому что не было просто. Я наткнулся случайно, я видел отрывок, но вот не видел побольше вот этих рассказов жителей дома, как их работники НТВ, ну, закладывают в них свою программу. Так. Давайте ваши комментарии потом послушать. Давайте я вам покажу сейчас вот это видео. Так. Сейчас я себя тоже включу. Вот так это, да? Все. В номинации «Шутка года» первое место по праву получает история о том, как в подвале дома номер 14 лишь как слышно обнаружили гексоген. Всю ночь жителям 12-этажки пришлось провести в соседнем кинотеатре. Правда, потом оказалось, что в мешках был безобидный сахар, и подкинули его сотрудники ФСБ. Шутники из этой серьезной организации ни словом, ни взглядом себя не выдали. Всем бы такое самообладание. Дорогие рязанцы, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего-всего, поменьше, чтобы у вас было потрясений, побольше юмора, веселья в Новом году, чтобы закончились у нас все войны и мирным небом над головой. В сентябре 99-го попытка теракта или учебная тревога. Журналисты пригласили жителей дома принять участие в телепрограмме. Спустя полгода после нашумевших учений, проводимых ФСБ в Рязани, журналисты вновь проявили к ним интерес, причем не только российские. Недавно к жильцам дома номер 14/16 на улице Новоселов 14/16, я постоянно неправильно говорю, 16/14, 14/16, хотя показали 16/14, нам дом показали. Приехали американские журналисты, и только тогда ими заинтересовались НТВшники. Еще раз. проявили к ним интерес, причем не только российские. Недавно к жильцам дома номер 14/16 на улице Новоселов приезжали американские репортеры, а сегодня рязанцы отправились в Москву. Журналисты телекомпании НТВ пригласили их принять участие в программе «Независимое расследование». Тема, которая будет обсуждаться – игры спецслужб или неудавшийся взрыв. Теперь понимаете, да, почему НТВ провел эту передачу с Николаем Николаевым? Потому что туда приехали американские корреспонденты и начали опрашивать всех и проводить разбор полетов. И чтобы перехватить инициативу, они вынуждены были пригласить вот этих всех людей туда. И вот этот спектакль попробовали устроить. Этот спектакль вы тоже сейчас увидите. Тоже должны прийти люди, имеющие непосредственное отношение к сентябрьским событиям, в том числе представители спецслужб. И будет предпринята попытка еще раз разобраться в том, что произошло. Мы думаем, что в студии будут присутствовать адвокаты ведущие, то есть это скажем так, ну, кто-то из ведущих адвокатов московской комиссии. Вот видите, уже подготовлен адвокат, этот представитель от независимого расследования. Они уже им объясняют, что там будет адвокат, у вас ваше дело сейчас займется и так далее. Но адвокат Павел Астахов КГБшник. И они разбираются с КГБ.
И жители дома Рязани просто обложены полностью КГБшниками. Их сажают в КГБшные автобусы. КГБшники 3 часа всю дорогу их обрабатывают. Что говорить, как отвечать. Они туда приезжают. Там они пытаются что-то говорить. Они пытаются связать. Один из жителей дома говорит: а давайте московские взрывы проверим. А почему же нет? В Рязани это все. Нет, говорит Николаев, об этом мы не будем говорить. Вот такая вот каша поворачивается. И вот человек там уже заранее знает, что там будет адвокат. И вот тоже показания. Коллеги. Кроме них будут присутствовать общественные правозащитники, как рязанские, так и московские. До последнего дня ФСБ пыталась игнорировать наше приглашение на передачу. Буквально вчера нам поступило заявление, что к нам придут представители ФСБ. В Москву поехали все, кто захотел высказать свою точку зрения на случившееся. Некоторые до сих пор не верят в официальное заявление спецслужб об учениях. Другие считают версии о теракте пустыми домыслами. Какой может быть взрыв-то? Все это ерунда. Людей ставят на уши и все только. Сам настоящее учение. Никто не смог четко сказать, что ждут от программы. Говорили: приедем, посмотрим. Какой-то должен адвокат помочь нам, заставить их за то, чтобы они нанесли моральный и материальный ущерб. Чтобы люди захотели принять участие, чтобы люди приехали на эту передачу, их заинтересовывает адвокатом Павлом Астаховым, известным адвокатом, которого раскручивают как раз тогда, и им обещают, что моральный и материальный ущерб. А для бедных русских этот дом, вы видите, не очень богатый. Для них это очень хорошее подспорье, и они соглашаются. Вас автобусы доставят, поговорите, приедете и так далее. Я уверен, некоторые не поехали, а некоторые боялись говорить так, как есть. Хотя были и смельчаки, и вы это тоже сейчас увидите. Я не знаю, какая политика будет у НТВ, у самого НТВ. Какую они? Они сказали, что будут нас направлять. Вы не волнуйтесь. В какую сторону нас направлять? Слышите, направлять их будут. Им НТВ будет говорить, что говорить и куда двигаться. Не предполагаю. Все это политическая возня, что зачем народ будоражить. В полдень подъехал автобус, и жители дома отправились в столицу. Один из отъезжавших наказывал жене сварить обед и следить за детьми. Марина Каляева, Леонид Лосев, телекомпания АК. После взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске настоящую панику вызвало обнаружение мешков с сахаром в подвале многоэтажного здания. До выборов президента осталось 4 дня. Это ничего, что именно выборы. Выборы, теракты, это Россия, это так взаимосвязанные два слова. Выборы, теракты. Террористические выборы. Или выборный теракт. Спустя сутки спецслужбы сообщили, что это были учения, и извинились перед жителями города за причиненное беспокойство. Теперь эта история пригодилась оппонентам нынешней власти. Специально для зрителей нашей программы «Технология подготовки всей провокации». 22 сентября прошлого года в подвале жилого дома 14/16 по улице в Рязани сотрудниками местной милиции были обнаружены мешки с сахаром, привязанный к ним детонатор с торчащими из мешков проводами. Жители дома 14 и близлежащих домов были эвакуированы и провели ночь на улице. 2 дня спустя руководство Федеральной службы безопасности России сделало сенсационное заявление. Бомба в подвале Рязанского дома была муляжом, а заложили ее сотрудники управления спецопераций ФСБ в ходе объявленной ранее операции «Вихрь антитеррор». Это была проверка на бдительность для местной милиции. Позже жителям были принесены извинения за причиненные неудобства. Но на этом история не закончилась. В серии статей «Новой газеты» ФСБ была обвинена в том, что в Рязани было обнаружено настоящее взрывное устройство. А если его закладывали сотрудники ФСБ, то и взрывы в Москве и Волгодонске – дело рук чекистов. Телекомпания НТВ пригласила жильцов дома для участия в программе «Независимое расследование». В течение 6 часов поездки из Рязани в Москву жильцами дома проводилась своеобразная разъяснительная работа. На рязанцев было оказано давление. Скажите, мол, то, что надо, поможем материально. Был там один из руководителей программы «Независимое расследование» Андрей Чернышов. Пока мы добирались до Москвы, до 6 часов ехали, часа 3 он нам, как говорится, промывал мозги, что и как говорить. Когда приехали на передачу, многие, конечно, стали спрашивать, почему спецслужбы нас так не могли предупредить, что это были учения.
Ну, вопрос, я тоже задал вопрос, не задал вопрос, а сказал, что пока мы сюда добирались, с Москвы до Рязани, нам, как говорится, велели, ну не велели, а фактически промыли мозги, что и как говорить. Вас везли за счет телекомпании НТВ? Да, у нас автобус приехал, нас забрал, отвез туда в Москву и обратно привез. По дороге что-нибудь интересное, на ваш взгляд, так происходило? Ну, на мой взгляд, интересно, это то, что разговор корреспондента с жителями такой своеобразный, мне кажется. В общем, в одну сторону, в одни ворота игрались. Игра велась, что, мол, ну, намек на то, что с ФСБ мы, ребята, деньги возьмем. Так что вы держите свою линию, и мы победим. Жильцов нагло обманули, пообещав помочь отсудить деньги у ФСБ, пообещав помощь знаменитого адвоката. Прямо в студии независимого расследования собрали у них исковые заявления и исчезли. Людей грубо использовали. С самого начала я предполагал, что это будет политическая игра. В общем, я так и получилось, что это политические росказни. Нас хотели просто лбами столкнуть. А недавно «Новая газета» разразилась новой статьей. Корреспондент Павел Волошин отыскал некоего солдата-десантника, который, судя по статье, находясь на полигоне и охраняя склад с оружием, проник туда, нашел мешки с сахаром, отсыпал себе немного, но, поняв, что это не сахар, отнес пакет к своему командиру взвода, а тот, в свою очередь, к эксперту-подрывнику, который определил, что это не сахар, а гексоген. В наглую, не проверяя ни фактов, не желая получать ни у кого комментарии, даже не приехав ни в полк, ни на полигон, автор статьи по своему желанию произвольно связал все воедино. К подготовке теракта в Рязани причастны и десантники из 137-го парашютно-десантного полка. Только даже то, не говоря уже о непроверенных фактах, он глубоко оскорбителен для нас. И поэтому я решил принять такие меры, как подать в суд для того, чтобы защитить достоинство полка, достоинство воздушно-десантных войск, достоинство всех тех ребят, которые в настоящее время участвуют в антитеррористической операции. Вы видели, вы слышали? Вот этот ублюдок, без преувеличения, вообще мразь конченая, знающий, он сам с Рязани, с ВДВ, он, «Новая газета», человек, солдат, это была известная история, когда солдат охранял склад, и там были мешки с сахаром. Это были мешки такие же, как которые заносились в подвал, или эти же мешки, такие же. И он взял оттуда сахар себе попить чаю. И когда начал пить, себе размешать, сахара написано, да, и он себе засыпал, начал гексогеновый чай себе пить. Невкусно, да, горько. И он об этом сообщил в «Новой газете», что вот здесь тоже у нас мешки с сахаром, потому что все об этом только говорят. И вот в одном из своих стримов я говорил, что Путин, они испугались, там военные, которые вот именно вот эти рязанские, вот такие ублюдки приходили нас топить в крови за своих же русских. Они нас обвиняют, вот такие ублюдки. И они вместо того, чтобы тех, кто хотел взорвать его же жителей города, где вот он служит, работает, он идет и гордится, идет воевать Чечню и гордится тем, что вот его ВДВшники сейчас воюют, контртеррористическую операцию проводят в Чечне. Как с этими людьми нам жить? Как мы должны быть хоть в каких-то с ними добрососедских отношениях? Нет, никак. Вот этот человек, его жену, его мать, если Путин заберет себе, он ничего не скажет. Потому что это не офицер. Это дерьмо просто самое настоящее. Самое настоящее, как и большинство офицеров, носящих погоны в России. В отличие от журналиста «Новой газеты», который и близко не подходил ни к расположению полка, ни к полигону, мы на полигон поехали. Складов там не существует. Есть только полуразвалившиеся казармы и старый контейнер для стрелкового оружия. Командир полигона 714, подполковник Заграй, тоже намерен подать в суд на «Новую газету». Но может и не подавать. При одном условии. У них есть еще способ спасти доброе имя газеты. Это... Вот такая же гнида. Сергей Заграй, запомните его. На его складу лежали те мешки, которые заносились в подвал.
или дополнительные мешки были, потому что те мешки полиция забрала, или потом, может, когда ФСБ забрали, принесли сюда. Но на этом складе были мешки с надписью «сахар», и которые не были по вкусу как сахар. А других мешков просто не может быть. А тот солдатик, который залез туда и нашел, его отправили в Чечню, и он там где-то сгинул. Его или свои грохнули, или его куда-нибудь в бой отправили, и наши его отправили. Быстренько до суда прибыть ко мне на полигон и построить склад, о котором идет речь в этой статье. Я тогда ничего не буду иметь против. Мы встретились с десантником, рассказ которого приводится в статье. Это Алексей Пеняев, рядовой 119-го парашютно-десантного полка. Он и правда встречался с журналистом. А когда прочел статью, то просто обалдел. Ни слова правды. Сначала он представился как близкий друг моей родственницы, якобы работающий. Сергей Пеняев, тот солдатик, и теперь вот посмотря на Сергея, который продолжает служить, а потом его отправят в Чечню, и он пропадет. Больше про Пеняева ничего не избавило, об этом «Новая газета» писала. Мы теперь можем спокойно вернуться в сегодняшний день и посмотреть, как в Чечне заставляют говорить. Даже когда твоего сына убивают, заставляют разные вещи говорить. Поэтому удивляться, что сейчас Пеняев вынужден сказать, что «Новая газета» солгала, чтобы его не грохнули. Хотя его не оставили в покое, и он пропал. Удивляться нечему. Хотя это бред, у меня нет таких родственников. Потом, когда мы уже перешли к близкому разговору, он представился, что он корреспондент, предъявил карточку там. И да, была зеленая карточка небольшая такая, написано «Новая газета». На вопросы корреспондента Алексей отвечать отказался, но тот не отступил, решив задурить парня полностью. А если не удастся, то просто купить его. Алексею были предложены деньги, продукты для него и его товарищей. Только бы рассказал о том, чего не делал. Обещали и то, что он останется в стороне. И даже обещали отмазать от службы и помочь на гражданке. Пытались даже взять на фонд. Мы все знаем о гексогене, а ты просто подтверди. Они говорят, мы все знаем, как было, нам уже рассказали, просто нужно подтверждение. Как вы, говорите, сохраняли склад какой-то, и вообще склада у нас и не было там. Как вы, говорит, залезли в склад, как вскрыли мешки, все ведь уже известно все. Вся статья в «Новой газете» – ложь. Ложь от первого до последнего слова. Так же, как и уже отснятая программа «Независимое расследование», где людям затыкали рот, не давая высказывать свое мнение, заставляя подать иск в суд на ФСБ, обещая золотые горы, то есть просто подкупая людей. Раскручивать фальшивку, липовый скандал с придуманными интервью и смонтированными программами. Как же они все переиначивают. Просто все ровно наоборот. Когда ты сейчас все это понимаешь, ты знаешь, как они это делают. Просто невероятно. Просто невероятно. И «Новая газета» стали прямо перед выборами президента. Вот тот журналист, который ведет эту программу, да, вот он, все это заодно. Это все подонки и ублюдки. Они враги как чеченского, так и русского народа. Вот все эти люди, которые сейчас вот занимаются, вот этот журналист, который сейчас на «Новую газету» там гонит. Да, я речь не о Муратове, тут тоже вот так все переплетено, поэтому там были порядочные. Тогда была и Анна Политковская, и другие люди там были, которых убили. Зачем лить грязь на армию и спецслужбы, если впервые за годы народ поверил, что они могут и хотят навести порядок в стране? Ответ один. Те, кто контролирует вышеозначенные электронные и печатные средства массовой информации, хотят столкнуть армию и народ лбами. И именно перед выборами. А что произойдет со страной, им наплевать. Слышали, что он сказал? Хотят столкнуть армию и народ лбами. Еще раз. Армию и народ. Не КГБ и народ. Армия вообще не при делах. Армия идет только потом топить в крови, совершать свои кровавые преступления. Но армия, она вообще не имеет отношения. Еще раз. Что они могут и хотят навести порядок в стране? Ответ один. Те, кто контролирует вышеозначенные электронные и печатные средства массовой информации, хотят столкнуть армию и народ лбами. И именно перед выборами. А что произойдет со страной? Именно перед выборами. Леонид Грозин. Задержали ФСБшников, задержали их МВДшники. Ни с МВДшников не спрос,
Ни с ФСБшников не спрос. Армия, видите ли. Стравить армию и народ лбами. Дмитрий Вишневой, УРТ, Рязань, Москва. Так, это уж... Так случилось, что диверсионную группу застал с поличным один из жильцов дома 14/16 на улице Новоселов Алексей Картофельников. Прибывшие через несколько минут милиционеры обнаружили в подвале 3 мешка с белым сыпучим веществом. Поступил сигнал от жительницы, что якобы кто-то ходит по подвалу. Ну, здесь встреч подошли, следуя в подвал, и там, похоже на взрывное устройство, было обнаружено. Другими словами, именно так предположительно выглядели подвалы разрушенных московских домов за несколько часов до взрыва. Аппаратура местных взрывотехников показала, что от обнаруженных мешков исходят пары гексогена, и глава Рязанского управления ФСБ генерал-майор Сергеев поздравил жильцов дома с тем, что они чудом избежали смерти. На прошедшей 24 сентября расширенной коллегии МВД министр Владимир Рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в Рязани профилактической операции. Работа уже ведется, есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Однако не прошло и получаса, как с ответным словом в кулуарах министерства выступил глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Сахарный Фредди Алексей Крюгер. Картофельников присутствует сейчас здесь, в этой студии. Соседи Алексея считают, что именно благодаря бдительности этого человека они остались тогда в живых, в ту ночь. Я знаю, что вы, Алексей, даже потом за эту самую бдительность, проявленную, как выяснилось позднее, всего лишь на учениях, даже были поощрены местной властью. Как получилось так, что вы приняли участие в этих странных маневрах? Ну, получилось так. Я возвращался со стоянки, а машину поставил после дачи на стоянку, возвращался домой, где-то было минут 10 вечера, 21:10, так будем говорить. Ну и навстречу, когда подходил к подъезду, навстречу мне, значит, 7-я модель, новенькая семерка. Я смотрю так сразу на номера. Какие-то серии, у нас такой серии в Рязани нет. Потом смотрю, думаю, может, новые номера появились какие-то. Смотрю, где регион за это должен быть 62. Думаю, Рязанская, потом думаю, 62. А думаю, что-то бумагой заклеил. Тут бумажка была. Думаю, что это не то, надо было позвонить. Ну, зашел, сразу позвонил в милицию. Ну, остальные там все события. Развернулись там дежурные, там наряд несу. Здесь тоже очень важный момент, который тоже надо помнить и знать. Новенькая семерка «Жигулей», которую он говорит, на которой привезли эти 3 мешка, около 150 килограммов взрывчатки для уничтожения русских женщин и детей, на которой Патрушев с Путиным проводили учения, оказалась в угоне. Такая деталь, ее потом нашли, эту машину. Она оказалась угнанной. Тоже учение проводить на угнанной машине очень странно. А потом уже вам сказали, что вот вы предотвратили определенный террористический акт. Да, но потом выходит, значит, милиционер, давай делать быстрее, всем говори. Там мешки, там что-то такое, какие-то провода, там что-то такое непонятное. Возможно, там какая-то взрывчатка. А когда вы узнали, что это были всего лишь учения? Это спустя 2 или 3 дня, да, где-то так. Но вот тогда вам не показалось, что это учение? Нет, тогда нет. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов. Вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно, или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Пожалуйста. Нет, нам не показалось это учение. Когда нас вывели где-то без 10:10, начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве,
и все другие эти случаи, естественно, выскакивали в тапочках и в халатах. Приехал Сергеев и говорит: вы сегодня отмечаете второй день своего рождения. Взрывчатка 3 мешка, то-то, то-то, значит, было поставлено на по 5:30 утра. Вы бы все были бы здесь, взорвались. Пожалуйста, еще мнение присутствующих здесь жильцов дома номер 14. Пожалуйста. Нет, это были не учения. Нет. Потому что люди уже, и не только я... Вот, смотрите, я специально не перелистываю, хочу, чтобы вот вы именно послушали очевидцев, жильцов дома. Это самые главные свидетели этого. Эти люди должны были быть уже мертвыми. Невероятному стечению обстоятельств повезло, они остались живы. И они абсолютно уверенно заявляют, что это были никакие не учения. Пусть мы остальных, что по ночам люди сейчас не спят. У нас 3-летний ребенок. Мы его вытащили из ванны, распаренного ребенка, закутали в тряпье и бежали, сломя голову. Ребенок у нас до сих пор болеет. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет. А почему? Не верю, потому что все было очень правдоподобно. Мы все видели. Из подвала крысы бежали. Крысы бегут обычно с тонущего корабля. Пользуясь случаем, я предлагаю вам, жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, сейчас задать вопрос также присутствующим здесь сотрудникам ФСБ. ФСБ Рязани и ФСБ Центрального. Я хочу задать вопрос вообще-то, кто имел право проводить эти учения над людьми? Кто это имел право вообще проводить? И кто дал команду такую проводить? И кто имеет право давать эту команду? Президент или еще кто-то? Ага, вообще, слышали? Мы способны совершенно четко и однозначно доказать. Президент или кто еще? Все прекрасно понимают, что речь идет о недофюрере Путине. Заранее учения. Никакой опасности они не представляли. Никакой реальной взрывчатки не было. И никаких взрывателей реально. Это тот самый Зданович, вы его помните, наверное, да? Я вам его много раз показывал, который говорил, что это все связано с Чечней, все взрывы, когда он стоит на Гурьянова, когда взрыв, он приезжает туда и говорит, нет, на Каширке, да? Да, на Каширке, это на Гурьянова, или Печатнике это Гурьянова, Каширка это Каширка. И вот он там говорит, что это чеченцы сделали. И вот он это объясняет, что в Москву завозились под видом сахара. Понимаете? Под видом сахара завозились взрывчаткой. И потом эти же берут и под видом сахара заносят мешки. Совпадение. Не было. И все это доказано в рамках возбужденного уголовного дела. Пожалуйста, есть ли вопросы к господину Здановичу, присутствующих здесь? Сергеев ваш работник. Он начальник управления по Рязанской области ФСБ. Я уже говорил, и другие товарищи, он нас поздравил после проведения анализов. Ну, чего бы ему, генерал-майору, обманывать жильцов? Это раз. И второе, вот товарищ нас говорил, кто вам дал право, если вы говорите учение, кто вам дал право издеваться над нами? Кто? Вот у меня жена после этого слегла в больницу. Кто вам дал право? Вам и всем вашим сотрудникам. Кто вам дал право? Сначала над жильцами простого жилого дома. Проводите у себя в конторах. Вопрос понятен, спасибо. При первом экспресс-анализе, который... Александр Сергеев, начальник УФСБ по Рязанской области, в тот вечер, вот сейчас этот мужчина, который был перед его выступлением, он их собрал в школе, соседней, рядом с их домом. Они ночь провели в школе, в спортзале школы. И туда пришел Сергеев и сказал, уже когда уже экспресс-анализ подтвердил, что был X-агент там, с открытыми глазами я вам его покажу, чтобы вы увидели его, хоть и качество не очень хорошее, но что было видно. И вот он им сказал, вы родились в рубашке, это ваш новый день рождения, вот этот Сергеев. Теперь этот Сергеев сидит в студии и говорит, это были учения. Невероятно просто. И вся Россия молчит. Вся Россия. Просто, да, были отдельные герои, а остальные ни митингов, ничего не было.
Мы вынуждены были возбудить уголовное дело, так как там якобы показали пару гексогена. Тогда вы не сомневались, что это был подготовленный террористический акт? Я не могу сказать, что я не сомневался. Дело в том, что экспертизы не было. Было предположение, которое я обязан был исследовать. И все. Пожалуйста, еще вопросы жильцов дома. Прошу вас. Я жилец дома номер 14. Никакого там взрывного устройства не было. Смотрите, сейчас что будет. Вот этот человек говорит, не было ничего. А это провокатор, который вообще не с их дома. Пока мы к вам сюда добирались за 6 часов, в течение 2 часов ваш Андрей... Видите, на груди крест висит. За мужество. Вот это их человек. Андрей, Чернышов, промыл мозги рязанцам. Самым настоящим образом. Что говорить, как говорить. Так что это не независимое расследование. Мы же с вами разговариваем здесь, а не в автобусе. Зачем ему даете слово? Это не жилец нашего дома. Слышали? Это сторонний человек. Нам мозги не... Нет, вы не наш жилец. Неважно, где вы живете. Он у нас не живет в доме. Мы свои слова говорим сами. И за язык меня никто за не нас тянет. не надо отвечать. Слышали? Приглашали дом 14, но не его. Я не знаю, таких вот, пожалуйста, ваши его пропустили? люди уже еще и тут нам еще тут начинают над нами. Что? Не их человек, а что ты сидишь тут мозги пудришь тогда нам? Нам их уже напудрили совсем. Меня тоже, как и вас, выселяли в ту ночь. Господа, я в самом Если начале призывал к пережил бы это, корректности. ты совсем по-другому говорил. Давайте для разрядки ситуации, я предлагаю сейчас, чтобы немножечко разрядить ситуацию, посмотреть интервью с человеком, которого в ФСБ называют не иначе как предателем. Он тоже, этот человек, это бывший чекист, прошедший школу советского КГБ, Олег Калугин, он тоже имеет свой взгляд на события. Ну ладно, Калугина я пропущу, я вам сейчас времени уже мало. С Олегом Калугиным в Вашингтоне. Что-то навязывать свое. Ну, слушайте, ну как-то... вы же специалисты. И, понимаете, дали просечку. Ну, специалисты. Ну, простите, проведена серьезная работа. Сделано много исследований. Смотрите, как Николаев защищает. И Николаев прямо говорит, проведена серьезная работа. Николаев не может не видеть, что происходит. Что все люди дома говорят, что это были не учения. Так учения не проводятся. До этого еще взорваны. 4 дома уже взорвано. Погибло уже 307 человек. Не может такого быть, что вот в это время проводятся учения, очень похожие на неучения. Так не бывает. Это приблизительно как с попыткой меня в вербовке. Убивают блогеров здесь, а ко мне приходит человек и говорит, давай работать на русских. Я говорю, не буду. И позаявляю об этом публично, мне говорят, я не говорил, сперва говорят. А потом, когда узнали, что по одной причине узнали, что все-таки запись есть, я доверился человеку, рассказал. И тогда мне говорят, пошутили. Убивают блогеров, идет движение, взрываются дома. И тут получается учение. Ну, пошутили так. С юмором у КГБшников так. Какие исследования? До вечера 23-го. Если мы говорим, что нет, это не взрывчатка, что это учение. И определяем, что это не взрывчатка. А нам говорят 23-го, что на всю Россию, что дом хотели взорвать. 24-го говорят, что дом хотели взорвать, только 25-го, когда опомнились, что-то обговорили, выработали. Когда задержали ФСБшников, 2 сотрудников ФСБ, или 3 и женщина, были задержаны, вот тогда они сказали, вот как у меня с записью, вот тогда сказали, да, мы пошутили, или не пошутили, это были учения. Ну, почему? Все исследовали до конца, поэтому потом вам объявили. Почему? Пожалуйста. Я эти видел, мешки буквально в 3 метрах, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может, не гексоген, что там такое. Было желтоватого цвета, во-первых. И такой мелкий, как скажем, дермишель такой порез, какие-то вот такие гранулы, так называют. Вот я тут сейчас вижу, там, ну как, мука, а тут видно, мука. Вот там что-то такое были, какие-то гранулы желтоватого цвета. Давайте мы исходить будем из факта, о котором нам сказали, что в мешках был сахар. И выясняется, что ни эксперты ФСБ, Это Евгений Севастьянов. Это тот самый Севастьянов, который организовывал, бывший начальник УФСБ по Москве, Московской области, который организовывал
нападение на Грозный под видом оппозиции 26 ноября 1994 года. Я об этом говорил 26 ноября вот этого года в своем одном из стримов. Это вот этот самый ФСБшник Севастьянов. Но этот Севастьянов, в отличие от тех, которых убивают своих граждан, хотя бы своих граждан не убивал. Он к нам туда посылал, и она провалилась, эта операция у них. Но при всем при этом, этот хотя бы выступает честно, открыто говорит. Я после этого, правда, Севастьянова больше не видел. Ни на какую должность он не попал больше. Те ФСБ сходу не могут понять, что перед ними сахар. Так что вот, у меня возникает ощущение какого-то абсурда. И мне бы хотелось задать вопрос следователю. Вы проводили, скажем, опрос свидетелей на предмет установления факта, что это тот же материал, который они видели на месте взрыва? Вот тут говорят о том, что был какой-то желтый, типа там сеченый вермишели, а у вас сахар. Насколько я понимаю, немножко различаются они. Я хочу сказать, сахар... Ну, смотрите, что ответит вот этот. Сахар производства Курской области, сахар производства... Сахар производства Воронежской области, цвет имеет другой, а сахар, который производит у нас на Кубе, вы получаете, он вообще желтый. А позвольте вопрос теперь к специалистам взрывотехники. Очень сложно отличить, скажем, взрывчатое вещество от сахара. И сколько на это необходимо времени? Прошло уже полгода. Вот этого срока недостаточно? Этого срока, конечно же, достаточно, потому что если стоит вопрос именно о идентификации сахара и взрывчатого вещества, повторяю, то это вообще почти никакого времени не требуется. С сахаром ни одно взрывчатое вещество сладким не является. Я хочу сказать вот что. Вот мы здесь попадаем на очень ловкий прием подмены ситуации. У ФСБ Рязанской области. Я хотел бы спросить у присутствующего здесь адвоката Павла Астахова. Здесь нет юридического парадокса, когда ФСБ действует против ФСБ. Может быть, имело бы смысл это дело передать в руки другого ведомства? Николай Николаев задает вопрос, ну логично, да, все верно. ФСБ занимается расследованием ФСБ. Как вы считаете, он говорит, не было бы правильно передать это в прокуратуру, да, в Генеральную прокуратуру такого масштаба дела. Но здесь один такой подвох. Он этот вопрос задает офицеру ФСБ под видом адвоката. Понимаете, в чем подвох? И сейчас Астахов скажет, что да, конечно же, нужно это, там, то, все. И потом люди быстро соберут заявление и будут ждать, что вот нам сейчас поможет Астахов. И все, они просто оказались в капкане. Все. Эти жители, их дело никуда не двигается, потому что все их заявления находятся у Астахова. А Астахов их человек, он биться за них не будет. Как тот же, например, Трепашкин. Сегодня у нас на дворе конец марта. Уголовное дело не прекращено. Мало того, этот вопрос должен был поставить еще следователь, который расследует данное уголовное дело. Если вы утверждаете, что там был сахар, что, так сказать, это были учения. Ну в чем же проблема? Уголовное дело давно пора прекратить, вынести об этом соответствующее постановление, и все бы давно уже прекратилось. Вот. Тем не менее, еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. Уважаемый представитель Следственного управления упомянул, что одним из законов, основным законом, которым руководствуются органы ФСБ, является закон об оперативно-розыскной деятельности. Так вот, до сих пор никто из юристов, следователей, представителей ФСБ четко не сказал, какое именно оперативное мероприятие проводилось в отношении жителей дома 14 по улице Новоселов. Четко не... Видите, вот этот человек сидит рядом с Дановичем. Я забыл его фамилию, Щекочихин его фамилия. Так вот, он вот этими будет убит. Потому что вот этот Щекочихин, там тоже нельзя сказать, что вот все против жителей дома. И Николай Николаев там и так далее. Николай Николаев подыгрывает. Видно здесь, что он подыгрывает. Хотя первый раз мне это не казалось. Вот сейчас я это вижу. Или у него жесткие установки, что так нельзя. Представь Астахова там и так далее, и так далее. Но там были вот этот Щекочихин, который погибнет. Он будет убит. При странных стечениях обстоятельств, отравят его, по-моему. И вот таких людей, вот убийца и жертва сидят рядом, я хотел сказать. Интересный
кадр, момент в этом видео. Сказал, какое именно оперативное мероприятие проводилось в отношении жителей дома 14 по улице Новоселов. Уголовное дело через 5 дней было прекращено рязанскими следователями за отсутствием событий и преступления по пункту 1 статьи 5. Затем прокуратура, учитывая многочисленные публикации в газетах о том, что это была неучебная операция и другие инсинуации, которые были, это дело возобновила и направила на дополнительное расследование с просьбой. Знаете, в чем проблема общения с КГБшниками, с ФСБшниками, с КГБшниками? Они никогда не признают правду. Вот они сидят, уже все, они полностью в луже сидят, собственные причем, и все равно они продолжают говорить. Поэтому я считаю, с КГБшниками разговаривать вообще не надо. Никогда, никаких разговоров, виноваты, не виноваты, никаких с ними разговоров не должно быть. Вот, все, вердикт виновен, вообще без разговора. Конечно, право уже на суде можно предоставить ему говорить, но а так вот разглагольствовать, слушать его, ну это обученные профессиональные, как и юристы, лжецы, обученные правильно, юридически правильно лгать. Им абсолютно не стыдно. Они никогда не признают за собой ложь, потому что вся их жизнь это ложь. Это слуги дьявола. Валлахи бу иждейла моста кудинянчу ацаш бала ишмабу китарил бахки бабучу валла билла талаибу. Выяснить и представить на суд общественности доказательства, что это был сахар, что там участвовали конкретные люди, допросить этих людей. Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки. Предоставьте эти машины. Момент интересный. Где они? Мы их не видели. Покажите нам их воочию. Где они есть? Мы используем в том числе и людей, которые на негласном штате. И никак... Ну ладно, он говорит, что это негласный у них там и так далее, потом покажет какого-то тоже агента, который сидит спиной. Ну ладно, сейчас я вам хочу показать другой момент. Борис Муратов, я писатель, вообще подполковник в запасе. Последняя должность заместитель командира полка по вооружению. Мне кажется, мы подошли к такому моменту, что пора привязать рязанскую трагедию к московской. Нет, мы этого делать не будем. Вот, смотрите, важно. Бывший полковник, мы этим заниматься не станем. Нет. Давайте не будем здесь инсинуировать, давайте не будем инсинуировать фактами. Мы занимаемся только фактами. Освободилась. Очень важный момент, который вам я хотел показать. Рязанских учений. Так. Подождите. Не будем. Простите, бывший полковник, мы этим заниматься не станем. Нет. Давайте не будем здесь инсинуировать. Мы подошли к такому моменту, что пора привязать рязанскую трагедию к московской. Нет, мы этого делать не будем. Волгодонской и Буйнакской. И вот в этот момент, смотрите, вот он настоящий журналист, который хочет узнать правду, докопаться до истины, открыть дело века, спасти людей, умереть за правду. Вот работа журналиста, философия журналиста. Вот смотрите, какой жест показывает. Мы не будем связывать ни с московскими взрывами, ни с волгодонскими, ни с буйнакскими. Все, точка. Это не ФСБшник говорит, это говорит журналист. Он подгоняет Астахова, и он же не дает связать это. А это одна цепочка этих взрывов. Бывший полковник, мы этим заниматься не станем. Нет. Давайте не будем здесь инсинуировать, давайте не будем спекулировать фактами. Мы занимаемся... Они сидят уже час слушают, час целый слушают КГБшники, как врут им нагло, что у них там очередь там на экспертизу. Они рассказывают, что у них все засекречено на 75 лет пакет, что они не могут показать свидетелей, которые, этих исполнителей, которые принимали участие в этих учениях.
Они вот все это не рассказывают, это не инсинуация. А вот то, что задать вопрос, а почему бы не связать нам, цепочку в одну выстроить? А ведь именно так и есть. Первый дом взорван, чтобы показать, что Басаев причастен к этим взрывам. Дагестан, его спасательная операция в Дагестане. Второй взрыв и третий взрыв, 2 в Москве. Для того, чтобы был резонанс и поднять общественность, журналистов, международных журналистов, которые ошиваются, живут в Москве. Четвертый дом взрывается в Волгодонске, 70 километров от самой большой атомной электростанции, расположенной от Волгодонска, ближе всего расположенной к Европе, к Западу. И 5-й дом должен был взлететь на воздух, где самое большое количество военных училищ и военных разных гарнизонов и так далее. Вот как это все было задействовано. Для чего это? Это был очень реально сатанинские люди это все готовили. Реально. И они не будут уничтожать мир. Аллах, они уничтожат все на этой земле для того, чтобы достигнуть своих целей. Это самые большие преступники за всю историю существования человечества. Ни одного большего преступника, чем Путин, Патрушев, КГБ, сама организация. Нету истории, просто аналогов этому нет. На этом наш стрим заканчивается. Извините, что не читал ваши комментарии, так как был занят стримом. Но обязательно в воскресенье, может быть даже завтра, анонс, следите за анонсом, от воскресенья на чеченском языке мы обязательно встретимся. Всего самого хорошего, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия, да, Аллах. Спокойной ночи.